Абхазия привлекает туристов круглый год. Весной республика наполнена невероятно яркими красками, которые удивительным образом дополняют друг друга и создают незабываемые пейзажи. Чистый воздух, вечно зеленые пальмы, сосны, горные вершины, покрытые снегом, а море, хоть и холодное, по-прежнему манит. Искупаться вряд ли удастся, а вот гулять и любоваться достопримечательностями сколько душе угодно. На сегодняшний день во многих туристических объектах нашей страны уже ведутся подготовительные работы к туристическому сезону. Уже мониторим повышение спроса на Абхазию со стороны отдыхающих с республики, с Российской Федерации. Также пока говорить о летней броне чуть рано, но исходя из мировой практики в нынешнее время, за месяц-полтора месяца начинает идти активная фаза бронирования путевок в Абхазию. То есть сейчас тоже наблюдаются, в принципе, брони по Абхазии. Мы в постоянном контакте находимся с российскими туроператорами, которые нам сообщают о том, что по Абхазии идет достаточно положительный спрос на наши курорты, на нашу страну со стороны наших туристов. Но все же активная фаза бронирования будет уже с 15 марта наблюдаться. Повышение спроса наблюдается уже к праздничному дню 8 марта, а в центре внимания туристов всеми любимые курортные города – Гагра, Новый Афон, Пицунда, Сухум. Сухум, кстати, в сравнении с предыдущими годами очень активно начал развиваться. Также и Восточная Абхазия, можно сказать, Очимчира город, и очень хорошие показатели фиксируются по источнику термальному Кынскому. Во время пандемии туристов в нашей стране во многом привлекает отсутствие жестких антиковидных ограничений. В республику можно въехать и поселиться без QR-кодов или результатов ПЦР-диагностики. И, конечно же, главная фишка – природа Абхазии. По словам сотрудников Министерства туризма, многие берут путевки на более долгое пребывание. Из тех, кто совершает бронь в Абхазии, то есть количество дней немного увеличилось. Если раньше мы большая часть туристов брали от 5 до 10, до 12 дней, то сейчас на более долгосрочный период люди бронируют, у них количество дней пребывания в Абхазии значительно увеличилось. Ковид-требования к ательерам Абхазии остаются прежними. Обязательное ношение масок для обслуживающего персонала, присутствие санитайзеров, ежедневная обработка номеров. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение.